Nomad Fighting Championship. 4 сильнейших бойца. Мен жекпе-жекке дайынмын, жеңіске жету үшін барым салам. 4 турнира. Финалға шығуға дайынмын, мақсат тек жеңіс. Шаги от финала. Убить или быть убитым. Я готов к бою. К заветному поясу и главному призу. Рингке шығып, сопернигіме өз орнын көрсетем. 5 миллионов тенге. Титульный партнер нашего турнира – компания Олимбет, ставшая лучшим букмекером по итогам премии РБ 2022. Олимбет предоставляет широкую линию ставок на события и матчи, дарит бонусы и делает эмоции от побед еще ярче. Баршаңызға ассаламу алейкум, бұл Nomad Fighting Championship. Позвольте представить вам состав наших судей. Главный судья Нурбек Мунлыков, судьи Мухтар Канатбаев, Фарух Хамракулов, Ахтілеу Аскербайұлы. Достар, бұл Nomad Fighting Championship, және біз бастаймыз. Мои ставки на Гран-при, что Гран-при заберет Шерзод, потому что у него есть характер, воля, дух, стремление к победе, тяжелые удары, напор. Думаю, Шерзод заберет свое. Меня больше мотивирует не деньги, наверное, больше пояс Nomad Fighting, как первый в истории Казахстана. Поэтому я больше за пояс. Ну, конечно, деньги же не помешают. Деньги я потрачу на достроить дом. Подготовка отлично. Работаем. Бұл победаны алмасам болмайды. Тренерім де, әкем де, анам да бәрі қолдап, қуаттап, дұғада болған. Сол дұғалар себепте мен поясты алып кетем, иншалла. Егер мен 5 миллионды ұтып алатын болсам, иншалла оны бірінші кезде командама берем. Қайсысы шықса да, иншалла күтіп аламыз ғой. Без разницы маған, ол кім болады, қандай болады, жеңіске дайын. Мы готовы. Посмотрим, кто из нас будет лучше. Финалға шығамыз деп ойлаймын. Жеңіске дайынбыз. И первым на синий угол ринга вызывается Серик Сармухамед. Серик Сармухамед, ставший на шаг ближе к своей цели, забрать призовой фонд Гран-при после своего предыдущего успеха, на этот раз хочет одержать победу более уверенно. Сможет ли боец, идущий на серии 3 побед, ярко продолжить свой путь воина в нашей лиге? Жастайынан жет атасын жаттаған, сақтаған, тегі мықты мен қазақтың баласы. Но этот бой лично я очень сильно ждал, потому что это уже полуфинал Гран-при. На самом деле, могу вам сказать вам честно, в этом поединке у меня есть фаворит. Не буду раскрывать его имени. Пока Серик Сармухамед выходит на арену. 3-0 у него в Хамаде. Последняя победа была над Васифом Аббасовым решением судей. Рост бойца 182 сантиметра. И, кстати, он самый возрастной боец сегодняшнего карда. Серик Сармухамед.
ер атанса ешкімнің келмес шамасы азаттығын қазақтың қорғаған толғаған танысаңдар мен қазақтың баласы. Следующий полуфиналист, представляющий красный угол ринга, Шерзот, разрушитель Абдужаббаров. Удививший своей предыдущей победой, Шерзот, разрушитель, успел стать фаворитом нашей лиги. Немногословный боец хочет забрать досрочную победу без лишних слов. Рэпер в октагоне Саламат Джумабаев. Бойцы на середину. Бойцы команды все слушаем. Команда стоп, остановились. Команда брейк, шаг назад. Пожали ручки. Бойцы по углам. Шаг назад, шаг назад. Я скажу шаг вам назад. так. Бывают в Намаде звездные бои, бывают в Намаде достаточно шумные конфликтные бои, но именно серия Гран-при для меня является самой основной частью вообще, как сказать, всего периода Намада. И вот сейчас мы уже наблюдаем за вами за первой парой полуфиналистов Шерзот Абдужаббаров и Серик Сармухамед. Я вот подмечу сразу, Абулхаир, ты сказал, что вот до этого были оппоненты, которые ставили под сомнение класс Шерзота, да, думая, что они слишком слабые, но вот в последнем бою Шерзот прям... Есть попадание от Серика. Посмотрим, что будет сегодня. Серик, конечно, серьезнейший оппонент. Алеша тоже был серьезнейшим оппонентом. Согласен с тобой. Неужели первое попадание? Работаем. Нет, рефери не отчитал. Очень четко оверхенд бьет Серик Сармухамед, но пока что только одно попадание. Отличный джеб, аж покраснел нос у Серика. Да. Скажу вам интересный факт из раздевалки Намад FC. Даже перчатка размера L не влезает в руку Шерзота. Нам приходилось немножко даже подрезать. Попадает Серик Сармухамед, и Шерзот пропускает, но вроде бы отвечает. Не так уж прям жестко, но все-таки. Выносливость. Одна из самых... Ой-ой-ой, Серик просто наносит отличные комбинации. Я даже не успел закончить мысль, как идет сразу же попадание. Мне кажется, это Сармухамед Аббасов 2. Ой-ой-ой, Шерзот. Почувствовал кровь, уже раскровил нос Серику. Серик левым боковым и правым. Неужели мы сейчас видим это? Шерзот Я только Абдужаббаров. хотел об этом сказать. Чистейший нокдаун. Так, Пошатнуло Серика Сармухамеда. Да, немного. 8. Боец готов. Немного все-таки. Боец готов. Тайм. Все, работаем. Все-таки немного есть. Пошатывается Серик Сармухамед, и пошла заруба. Очень грамотно работает Шерзот, но пропускает. Идет заруба, но, по-моему, эта заруба не в пользу Серика. Попадает Выпала. чаще
завершает свой бой досрочно. Не особо рад Серик Встает Сармухамед. Серик. Я не думаю, что он будет продолжать этот поединок. Мне кажется, ты ошибаешься. Этот парень может упасть 3 раза и встать 3 раза. Такое уже было когда-то на Махаче, где он после 4 нокдаунов в любом случае довел решение до, получается, судейской бригады. Так, ну вроде бы Серик восстанавливается, пытается как можно больше времени оттянуть. Ой-ой-ой, Еще и идет за рубу. Конечно. Я думаю, что этого не нужно еще делать, одно ему нужно попадание от восстанавливаться. Шерзода. Оу, хороший Неужели размен. Шерзод пошатнул Какой Шерзода? размен! И третий нокдаун. Нет, это был не нокдаун. Первый тоже не отчитали, или я уже забыл? Еще раз попадает капа у Серика Сармухамеда. Врача подзывает рефери. Ну да, действительно, очень сильно кровит нос у Серика. Шерзод Абджапаров, что ты творишь? Я бы еще мог бы сказать и про Серика Сармухамеда, что он творит. После такого нокдауна Несколько раз встать и он идти все-таки вперед. попадал по Шерзоду. Конечно, конечно. Даже тогда, когда его самого вело. Возможно, мне показалось, но мне показалось, как будто бы у Шерзода чуть-чуть тоже ноги. Да, в один момент его однозначно пошатало. Серик попал этим прямым, но посмотрим, что сейчас, какое решение примет главный врач нашего турнира. Дают немного времени Серику восстановиться, вытереть кровь. Вот он, молодой. И мы продолжаем, Лев да. опытного льва. Серику, мне кажется, не стоит в этих зарубах участвовать. Все-таки Я Шерзод согласен, да. очень- Шерзод все-таки быстрее. больше ударов наносит, будто в этих разменах. И... Попадание от Серика, неужели? Не может догнать оппонента. И конец первого раунда. Ребят, это гран-при, я вам говорил, 77 килограмм. Это сильнейший в 70. Я не знаю, в комментаторской уже ору здесь, не могу сдержать эмоции. Просто нереальный первый раунд. Фух. А в итоге-то 33-летний Серик Сармухамед, тот, который вроде бы как показал неоднозначный поединок с Васимом Аббасовым, берет и доставляет очень много проблем Шерзоду Абджапарову, Согласен с тобой. самому главному фавориту в Гран-при. Вот ты и спалил, за кого ты болеешь в этом Нет, гран-при. я Мухаммеджан об этом уже говорил. Так, ну что ж, давайте посмотрим повторы и Дикий первый раунд. посмотрим второй раунд. Подсказывают секунданты Серику, чтобы он не торопился. И я с ним абсолютно согласен. Мне кажется, им нужно чуть-чуть выработать другую стратегию. Здесь рубиться с Шерзодом однозначно нельзя. Знаешь, какая особенность у Шерзода? В этих замесах, да, рубках, он терпит один удар и в это время наносит 3 ответных. Да, я тоже это заметил. В то же время одна из фишек Серика Сармухамеда, он терпит первый начальный спорт. Сухую тряпки дайте, вытерите здесь. Все Он мокрое. как настоящий матерый, опытный боец, Помощники, который, сухую как тряпку Марат возьмите, Балаев, вытерите. грубо Согласен. говоря. В первом бою Серик упал в нокдаун в первом раунде, финишировал оппонента во втором. Во втором бою было хорошее попадание от оппонента, от вожака Шамининова Давлета, получается, в первом раунде, но также был финиш остановкой врача во втором. И в третьем мы увидели с вами зарубу, которая была достойна звания бой вечера между Васифом Аббасовым и как раз-таки Сериком. И вот сейчас перед было ним сильно. открытие клуба Тобет Топ Тим. Я общался сам с тренером, они говорили, что именно на кулачку они заряжают Шерзода. Он тренирует последний год только бокс. И вот уже второй раунд. Посмотрим, что он нам покажет. Блин, ну Шерзод, он жесткий. О, И этот джеб. обоюдное попадание было только что. Но Серику сейчас, мне кажется, более невыгодно пропускать. Все-таки нос у него сильно кровит. Еще один прямой от Шерзода. Не отступает. Ой-ой-ой, как просто Серик никто это не терпит. отступает. Ни одного шага назад от обоих спортсменов.
Конечно, иногда Шерзот Весь все-таки крови. проваливает. Сармухамед. И это просто жесть, что творится сейчас в ринге. Шерзот не отказывается от зарубы, всегда готов зарубиться. Я вам это вот. Мне на это больно смотреть. Рубятся парни! Просто рубятся, пацаны. Ой-ой-ой, я даже, наверное, на секунду заметил улыбку Серика после этой А зарубы. я Ой, на секунду Шерзот! прочитал по его губам, он сказал, иди сюда. Мне показалось, возможно, но я не знаю точно. Это кровавая баня, парни. Уважаемые зрители, извиняюсь. И он Господи, что сейчас происходит? показывает на центр ринга и говорит, давай мы с тобой сейчас зарубимся здесь. Все, Серик опускает руки и готов рубиться. Оу, кидает правый прямой. Шерзот тоже вошел в кровавую рубку. Уже не хочет с капой работать Серик Сармухамед. Работаем, работаем, работаем. Работаем. Файт. Уже есть некие воспаления, гематомы на лице у Серика. Ой-ой-ой. Я думаю, врачу все-таки Что стоит происходит? между- Что происходит, ребята? Остановитесь, пожалуйста. И одновременно не Нет, останавливайтесь. не останавливайтесь. Просто Серик из Продолжайте. последних сил. Стоп, стоп. Голову выше. Ужас, что Работаем. происходит? Развернулись. Работаем, бойцы. Файт. Я не знаю, остались ли силы у обоих бойцов для того, чтобы завершить бой досрочно. Сейчас Я думаю, да. Шерзот Капу выглядит, одеваем. не скажу, что Одеваем свежим, он в боевом настрое, но Серик уже явно сильно устал. Я еще в начале раунда хотел сказать, в начале первого раунда хотел сказать, что здесь будет преимущество выносливости за Шерзотом. Какие характеру тяжелые удары. характера не отнять у Согласен Серика с тобой. Сармухамеда. Идти вперед до сих пор, пропуская эти удары. Дамы и господа. Это не нормально. Так делать нельзя. Оу! Тяжелый Разве что, апперкот. если ты только в том случае, если ты хочешь очень сильно победить, и Надо заканчивается второй раунд. Я не замечаю, как время пролетает. Эти парни просто устраивают настоящее шоу. Вау! Вау! Шерзот всегда был уважительным к своим соперникам. Посмотрим, до какой поры. Да, и очень много крови вытирают со стороны угла Серика. Похоже, когда его лутали наши катманы, там достаточно пролилось. Посмотрим, что будет в третьем раунде. Честно, ничего не могу сказать, потому что Серик может заканчивать бои в любую секунду. Бойцы Ну, готовы. конечно же, Шерзот Третий просто... раунд. Сейчас, стоп. Оп, Третий раунд. Тайм. Файт. заключительный раунд. Последние 2 минуты. О, есть левый боковой. О, Еще и правый. Очень опасная игра для Шерзота сейчас будет. Он может заиграться. Серик начинает попадать. Собрал всю силу. Весь дух в третий раунд. Размену бойцов. Они просто не чураются, они не боятся Ой-ой-ой, размениваться. И какой кажется, Серик Шерзота попадает. немного повело. Просто на месте рубятся, уклоняясь корпусом. Что-то умудряется еще Серик говорить при этом. Ой-ой-ой. О, есть апперкот! Это О, фирменный выбивает апперкот. капу. Это фирменный Не апперкот от останавливается Шерзота. Шерзот. Не было команды рефери. Продолжает бой. Оу! Мне кажется, у рефери самое время вмешаться, для того, чтобы капу засунуть в рот Серику. Согласен, может быть, он не заметил этого. Но я думаю, судейская бригада подскажет. Что сейчас происходит? Бойцы просто выбивают все Стоп, друг бойцы. из друга. Тайм. Дают как раз время для капы. Сколько было остановок, но, блин, этот бой стоит того. Капа. Никогда мы не видели лицо Шерзота в таком состоянии, как и лицо Серика. Ну, полуфинал, парни чувствуют, что близки к поясу и к заветным 5 миллионам, поэтому, мне кажется, здесь
ждать, что кто-то сдастся или отступит, просто нет смысла. Ой-ой-ой, сразу Пошла рубятся. еще заруба. Чуть замедлились Еще удары заруба за Серика. зарубой. Они не могут взять и позволить себе простого, спокойного боя. Эти парни пришли не боксировать, однозначно. Они пришли не боксировать. Замечание. С ним вытаскивает Капов, но Серик. Еще немного, Ой, еще немного, и попадает. победитель будет ясен в данном противостоянии. И... О, Еще теперь одно Капа попадание! выпадает у Шерзота. Ответное Последние выбивание мгновения. Капы. Последние мгновения третьего раунда. Что за бой? С начала первого раунда и до последних секунд эти парни просто не оставляют друг друга в покое. Вопрос заключается в том, кто одерживает победу во втором раунде, я считаю. Почему? Потому что в третьем раунде, Серик мне попадает кажется, больше. что Серик все-таки забирает это. Согласен, но урона на лице, конечно, у Серика очень много. Вся кровь, по-моему, которая на чужуде, это кровь Серика. Но хотя сечка у него тоже открылась, и даже последние 10 секунд они проводят с таким взглядом, с такой рубкой. Серик Еще Серик попадает. хочет вырубить своего оппонента. Так, ну немножечко dirty бокса, как это называется. Все, работаем. Файт! Ой-ой-ой! Я только что просто увидел, как ошметки крови. Добро пожаловать в Nomad Fighting Championship, дамы и господа. Вот именно, да. Такого боя я и Это и не есть- мечтал увидеть. Это и есть наши ребята. Просто стоя. Да, ради этого стоит встать. Просто. Это было жестко. Это было жестко. Я думаю, что уважение достойные оба спортсмена. Однозначно. Это обязательно зайдет в копилку золотой коллекции Номада. Я не знаю, я сейчас просто смотрю на зрителей, они все в шоке. Все стоя хлопали только что. Это было очень сильно. Ну что же, определенно это бой вечера. Но мы ждем решения судей и даем слово Мухамеджану. Сюрприздин көкесі болды деп ойлаймын. Тағы 2 раунд. Не побоюсь этого слова, самом зрелищном поединке Лиги Nomad. Первый судья 29-28, синий. Второй судья 28-29, красный. Третий судья 28-29. И раздельным решением судей победу одерживает и проходит финал Гран-при боец из красного угла Шерзот, разрушитель Абдужаббаров. Шерзот, Серик, вам за такой бой от нашей лиги обоим бонусы.
за самый зрелищный поединок Лиги Номад. Шерзот, жеңіс құтты болсын. Лақап атына сәйкес келесін. Нағыз разрушитель екенсің. Құттықтаймын сені финалға өтуіңмен. Көп жол өттің. Енді сен осы қойған мақсаттарына жеттің. Қандай ойын бар осы жекпе-жек жайлы? Всем ассалаумалейкум. Осы бірінші кезде, альхамдулилля, осындай соперникпен кездесіп, осындай жоғары деңгейдегі бой өткізгеніме, альхамдулилля. Рахмет сіздерге, бүкіл қолдап келе жатқан Шерзот деп бақырып жатқан адамдарға үлкен рахмет, достарым. Осы Номад лигасына да үлкен рахмат. Сізге де, Мұхамеджан, осындай бүкіл осы жерде жұмыс істеп атқан, еңбек етіп атқан адамдарға үлкен рахмет. Мені осы Номад лигасында қазіргі финалға жетіп келуіме себепші болған сіздер де боласыздар, ағайындар. Рахмет үлкен. Осындай жерде бірінші әкеме, шешеме үлкен рахмет. Осындай дүние келтіріп, осындай дәрежеге жетіп келіп жатқаныма үлкен рахмет, әкешім, мұнашым. Мен үшінші дәрежеде менің ағайым Сұқыров Рызметовке үлкен рахмет айтам. Себебі мен осы жерге келуіме әрбір басып келе жатқан жолыма осы кісі себепші. Рахмет. Осындай достарым, Самандар, Асырор ағама, Бақыткелдіге үлкен рахмет, достарым, Қанат достарым үлкен рахмет. Топ тиімге үлкен рахмет, ағай. Диас Кабдуовқа үлкен рахмет. Ол кісі де сен чемпион боласың, нағыз чемпион боласың иншалла деп айтқан еді. Ағай, міне мен финалға шықтым. Альхамдулилля, рахмет сізге. Мұна жерде маған сондай залын тапсырып қойған APGym деген зал бар. Үлкен рахмет. APGymге барыңыздар. Ол жерде де фитнес-клуб. Егер мені атына барсаңыздар 10% жеңілдіктері бар. Барыңыздар иншалла. Бәріңізге рахмет. Қолдап қуаттағаныздар үшін разрушитель өз жұмысын жасады. Сюрприз сіздерге, достар. Саған рахмет, Шерзот. Шерзот, разрушитель, Абдужаппаров, Туғыл Шапалақ. Серик, саған осындай үлкен рахмет осындай жекпе-жекке. Өзің алғашқы айтып кеткендей, мен ешқашан қайтпаймын, мен до конца барамын, классамда тұрамын деген сөздерін бүгін анықтадың. Айтатын сөздерім бар деп ойлаймын. Мұхамеджан, бірінші айтатын сөз айта тұрсам бола ма? Рахмет, сөйлеріп атқаныңа. Жақсы жекпе-жек болды. Ерін үсіп кетті ғой деймін. Сөйлей алмай жатырмын. Бұлай бәрі жақсы, Аллаға шүкір. Сендерге рахмет, Мұхамеджан, саған рахмет. Нұрдағылатқа рахмет. За то, что пригласили. Классный бой был. Рад буду себя здесь еще раз видеть. Алдын ала сендерге рахметімді айтам. Бірақ жекпе-жек болмады, білмеймін неге екен. Бір ойымнан шығатындай бір жекпе-жек болмады. Но я старался. Что я мог, я сделал. Спасибо, Серик. Честно, за такой бой спасибо большое. В следующем поединке мы выясним, кто же будет бороться в финале за 5 миллионов тенге против Шерзода, разрушителя Абдужаппарова. Чемпион болғым келеді өзім, пояс алғым келеді. Вот касаемо Гран-при 5 миллионов, я бы хотел их дать родителям. Өзім ұтам деп ойлаймын, финалға шығам деп ойлаймын, Алла қаласа. Чемпион болғым келеді, пояс алғым келеді. Қаржылай жаңағы 5 миллион теңге тігіліп жатыр, сол да важный болып тұр. Первый турнир я вообще случайно оказался в боях. Я занимался боксом, но у меня был простой 5-летний. Только я записался на тренировки, через 2 тренировки мне предложили бой на коротком уведомлении. Но мне немного формы не хватило своей функционалки в первую очередь, и я отдал решением бой. Победу одерживает единогласным решением судей боец из красного угла Юрий Багар-Заргарян. Тамерлана я не сильно заметил, не могу ничего о нем сказать. В полуфинал он вышел достойно, красивый бой показал.
первой минуте, 10-й секунде первого раунда техническим нокаутом победу одерживает боец из синего угла Темирлан Шашубай. Я бы не хотел, чтобы я занимался боксом, тренировался и завтра в старости лет сидеть и смотреть и думать, типа, я ничего не достиг, я даже не попробовал. Я лучше попробую, неважно, там, проигрыш, победа, но зато я буду знать, что я попробовал. Посмотрим, кто из нас будет лучше. Я думаю, Ернат ради победы только там ходит. Я думаю, ему в данный момент деньги нужны, потому что мы все знаем, что у него анасы қатты ауырып қалды. Осы мотивациямен, потому что он изначально ради победы пришел сюда, я думаю, и он понял, он чувствовал эту победу, он сейчас чувствует, и он знает, что он выиграет этот пояс. Его сейчас в данный момент не остановить. Ну, фаворитом является, по моему мнению и мнению многих, это Ернат по прозвищу Балхашский тигр. Его преимущество – это высокий рост. Вот мне, например, лично импонирует как боец Темирлан Шашубай. Это будет конкретный, бескомпромиссный бой. И первым на синий угол ринга вызывается боец Темирлан Шашубай. Самый скромный участник нашего полуфинала Гран-при. Несмотря на сдержанность в характере, намерен показать яркий бой в этом поединке и дойти до финальной битвы. А вот и Темирлан Шашубай, участник Гран-при, третий по счету. И сейчас вместе с Ернатом Тугельбековым, Балхашским тигром, они решат, кто продвигается дальше по сетке турнирной. И, блин, ну, если вам предыдущий поединок не понравился, я не знаю, что сказать. Давайте попробуем поговорить по Темирлану. 180 сантиметров его рост. Естественно, весовая категория 77 килограмм. После прошлого поединка я уже не могу разговаривать, такое бывает. Рекорд на мате 2-1. Проигрывал он Юрию Заргаряну. Выигрывал он Мурата Отказалова. И одна из его побед — это один из самых быстрых нокаутов в лиге. Конечно, не самый быстрый, но тем не менее 30 с чем-то, 38 секунд, если я не ошибаюсь, он потратил для того, чтобы нокаутировать своего оппонента. И теперь он встречается с Балхашским тигром. А красный угол в этом бою представит Ернат, Балхашский тигр Тугельбеков. Явный фаворит среди полуфиналистов, который сметает всех на своем пути. Никто из его оппонентов так и не смог подобрать к нему ключ. И он уверен, что данный его противник не станет исключением. Еще один из самых главных фаворитов этого Гран-при. Ернат Тугельбеков, Балхашский тигр. Я думаю, что вы о нем уже наслышаны. На 4 сантиметра больше в росте он своего соперника. 184 сантиметра его рост. 3-0 на мат-ФС представляет Балхаш. И собирается побороться за 5 миллионов тенге. Сейчас мы посмотрим, как у него это выйдет. Отпен суға тасқа да әділетті
дұшпанға да досқа да қарындасы жауап Рэпері в октагоне Дауренбек Джакаев. Жауынгерлер, ортаға. Ережені білеміз, ережені бұзбаймыз. Түсіндір ме? Қол алсамыз. Іске сәт. Артқа. Как до этого сказал Абу-Хаир, действительно не было сил, энергии после прошлой зарубы, но сейчас вы видите вторую... Этот бой сулит нам много чего. Ну, Тимирлан Шашубай сейчас, мне кажется, против мистера Олимпии просто выходит. Вы посмотрите на форму Ерната Тугельбекова, балхашского тигра. Тимирлан тот парень, который, знаешь, я сколько с ним общался, никогда не видел страха в его глазах. И достаточно жесткий боксер. Но сейчас вы увидите, знаете, не зарубу, а красоту казахстанского бокса в шингардах. Тимирлан активно наступает первый. Мне балхашский тигр напоминает какого-то робота. Он всегда такой собранный, всегда такой хлесткий, жесткий. Согласен с тобой. И у него все удары, они очень техничные, как будто это просто какая-то программа в нем заложена, и он по-другому не умеет. КМС по боксу. Очень хороший джеб. И попадает Тимирлан. Вставляет красный угол, понервничает Тимирлан. Отвечает джебом. Еще левый боковой. Устраивает драку Тимирлан. Он понимает, что нельзя боксировать с Ернатом. Я ни в коем случае не хочу принизить заслуги Тимирлана или сказать, что он какой-то не такой боец или еще что-то, но просто я не могу себе даже представить то, что Тугельбеков, Ернат, балхашский тигр может проиграть. Почему? Потому что он как будто делает всегда все правильно. Сюрприз! Неужели? Тебе и Ой, бэкфист, извиняюсь. Да, отчитывает нокдаун. Только я сказал про то, что он Это кулачка, бро. Это кулачка. О, первая кровь у Ерната. Впервые мы видим кровь на лице Ерната. Тимирлан просто, конечно, удивляет нас. Есть джеб, и он был очень мощный. Попытка ответить джебом по корпусу и попытка оверхенда. Заряжается. Но, конечно, вот этот бэкфист для Ерната был большим сюрпризом. Но вообще бэкфист для боксеров базовых, он сюрприз. Вспомни даже бэкфист от вожака в сторону казахского хана. Это да. Хоть там и было явное преимущество за казахским ханом, но тот бэкфист, конечно, потряс Максата. Мы это все прекрасно помним. Встретил только что Тимирлан, кажется. Начинает более-менее чувствовать дистанцию Ернат. Уже проводить какие-то серии, комбинации. Но Тимирлан спокоен. Он холоден. Ох, заходит с этого оверхенда. Отлично провалил. Еще одна попытка бэкфиста, но не такая удачная. Опа! Ну, первый раунд, который проигрывает балхашский тигр, дамы и господа. Перед вами Тимирлан Шашубай. Это называется полуфинал. Да, это называется полуфинал. Здесь, мне кажется, слово фаворит вообще можно убрать. Это уже четверо сильнейших оставшихся. Да. Что ж, двигаемся дальше. Подождите. Врач, вердикт ваш. Последнее слово за вами. Хорошо. Сейчас посмотрим. Да, конечно. Они лежат. Стоп. Стоп. Суставная сумка где-то правда? Ернат бәрі орында тұр. Сүйек орында. Қимылдат сен.
Все нормально. Души хороший. Ары қарай жалғастырасың ба? Жалғастырмайсың ба? Все. Главный судья, травма. Темирлан Шашубай радуется сейчас своей победе, потому что теперь он финалист Гран-при полусреднего веса в Номад ФС. К сожалению, Ернат Тугельбеков снимается с поединка из-за своей травмы. Поэтому победа техническим нокаутом присуждается его оппоненту. И нас ждет противостояние Темирлана Шашубая против Шерзода Абдужаббарова. Справедливости ради надо сказать, Темирлан Шашубай себя неплохо показал в первом раунде. Мне никто не верит, никто. Я даже думаю, что такое поведение в первом раунде против Ерната, это уже апсет. Согласен с тобой. Первый нокдаун, первая кровь остались за Темирланом Шашубаем. Ну, конечно, очень обидно за балхашского тигра. Травма руки. Да, к сожалению, не дала Мне продолжить. кажется, у него был все-таки хороший шанс в любом случае выиграть этот поединок. Но победитель не судит. Темирлан Шашубай, второй финалист Гран-при 77 килограмм Номад Файтинг. Кто заберет 5 миллионов тенге? Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Из-за снятия секундантом бойца красного угла победу одерживает и проходит финал Гран-при боец из синего угла Темирлан Шашубай. Темирлан, я тебя поздравляю. Очень, на самом деле, рад за тебя. Ты сегодня, по мнению многих, совершил апсет, я бы так назвал бы. Но, как ты говорил ранее, шансы были 50 на 50, и ты в первом раунде показал, что ты можешь его победить. Скажи свои чувства, мысли об этом бое, и что ты думаешь о финале? Всем ассаламу алейкум. Честно скажу, этот бой в меня никто не верил. Я как темная лошадка этого гран-при. Ернат Бауырма, рахмет. Честно, шансы 50 на 50. Очень хороший боксер. Когда мен енді гран-приға келгенде, фаворит көретін Ернатты. Мені так сложилось, что біз полуфиналда көрістік. Енді Ернат қолын травмировал. 2 раунда не смог. Ештеңе жоқ. Самое главное восстановиться, Бауырым. Мен 3, это 4-й. 4-й это бой. 4 боя подряд во время лагеря. Сколько раз болел. Именно к этому бою 4 недели я болел. Почти 2 недели я на антибиотиках сидел. Тяжело было, честно, я аж выгорание было немного. У меня прям, не знаю, тяжело было. Поэтому я понимаю Ерната. Самое главное, чтобы он восстановился и дальше продолжал. 5 миллионов это не главный приз. Самое главное здоровье. А дальше, брат, Аша Таблада. Шенежок. И титульную гонку он возобновит. Я знаю. Улкен рахмет организации. И самое главное, моим тренерам Рустам Бургебаев, Хивинцев Кирилл. Они в меня верили. Вот. В меня верили только мои друзья, братья, родные и тренера. Все. Я в комменты захожу, меня даже никто не знает. Балхашский тигр возьмет. Ну да, конечно, понятным делом показал себя. И за свое поведение немного извиняюсь, я чуть-чуть эмоциям поддался. Я очень сильно морально готовился к этому бою. Сол, рахмет көп. Тебе спасибо, Темирлан, за такой бой. Я тебя попрошу остаться здесь в ринге, дождаться финалиста. Ернат, осы жекпе-жекке дейін әрине барлығы сені фаворит деп санап келді. Бұл бойда енді сен травма алып қалдың. Нағыз былай жеңілдің деп айтуға болмайды. Бірақ соның өзінде де финалға шыға алмай қалдың. Қандай ойларың бар дәл қазір? И біздің Номадта ары қарай 77 килограммда соғысуға дайынсың ғой. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Өкініп тұрмын, ішім күйіп тұр. Ұтылып қалдым. Бірінші раундта да беріп қойдым, негізі шыны керек. Қолым арт қолмен ұрамай. Өзі алдында сынып шыққан қол еді, сонымен тренировкада да ұрамай. Енді жеңіс құтты болсын, брат. Молодец. Ары қарай сәттілік тілеймін саған. Алла қаласа, жақсы жігіт өзі.
рахмет барлықтарыңызға. Рахмет саған, Ернат. Ернат Тугелбеков, балхарский тигр. Тимурлан, я бы хотел сейчас позвать только что подравшегося Шерзода Разрушителя, финалиста Гран-при, твоего будущего соперника. Я думаю, что ваш бой пройдет на стадионном турнире вместе со зрителями в прямом эфире. Поэтому сейчас, я думаю, самое время сделать стейрдаун. Аплодисменты нашим финалистам. Спасибо вам за бой. Вот мы и подошли к концу. Дорогие зрители, просим вас настоятельно подписываться на наш канал, оставлять комментарии, проявлять активность. От вашей активности зависит наше дальнейшее развитие. С вами был Nomad Fighting Championship.